8 лет назад, 16 марта, началась новая история Крыма. Именно в этот день жители Республики Крым решили войти в состав нашей страны. За эти 8 лет жизнь полуострова очень изменилась. В Крыму и Севастополе активно развивается туриндустрия. Решен вопрос энергетической независимости. Обновлена дорожная инфраструктура и так далее. Многое изменилось в России в целом. 2014 год стал толчком к экономическому развитию и созданию новых возможностей. Какими были эти 8 лет, обсудим сегодня в прямом эфире вечернего телецентра. Добрый вечер, дорогие друзья. И я представляю наших гостей. Это Денис Чувилин, заведующий кафедрой экономики, менеджмента и маркетинга Уфимского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук. А также Юлия Рахматуллина, заведующая кафедрой финансы и кредит Уфимского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук. Добрый вечер, уважаемые гости. Наверное, начнем с такого общего вопроса для вас. Вы, конечно, экономисты и на все смотрите с такой со своей специфической точки зрения, но все же даже как обычные граждане нашей страны. Вот как вы думаете, на ваш взгляд, самые главные изменения за эти 8 лет? Конечно, 8 лет назад произошло историческое событие воссоединения Крыма с Россией. И в ответ на волеизъявление жителей Крыма против нас, как известно, западные страны стали вводить санкции, надеясь на то, что эти санкции повлияют на нашу экономику, остановят экономическое развитие и заставят нас пожалеть о этом решении, об этом событии. Но, как показывает статистика, за пройденные эти 8 лет, достаточно сказать, что на примере нашего региона, допустим, валовый региональный продукт, один из основных экономических показателей, он увеличился. Если в тот период он оценивался примерно 1,3 триллиона, то на сегодняшний день мы говорим уже о цифре 2 триллиона. И до 2024 года есть планы нарастить его, так сказать, масштаб до 2,5 триллионов. Также мы видим, это обсуждалось на этой неделе, что республика показывает, например, рекордные объемы инвестиций в экономику. Это и инвестиции как внутренние в рамках реализации, в том числе федеральных программ поддержки, так и зарубежные инвестиции, которые в целом объем инвестиций достиг, соответственно, 420 миллиардов, что примерно на 100 миллиардов больше, чем это было 8 лет назад. Таким образом, даже по таким основным показателям мы с вами видим, что цели этого санкционного давления, которое мы наблюдали с 2014 года, в общем-то, они не достигнуты. И более того, это давление заставило мобилизовать собственные ресурсы и искать варианты развития, в том числе и по импортозамещению в таких важных сферах, как, допустим, продукты питания, сельское хозяйство. Мы сейчас видим, что по некоторым позициям мы себя полностью обеспечиваем. Юлия Ратовна, мы пытались до эфира вспомнить, какие были первые санкции. Вернемся 2014-2015. Вспомнить было сложно. Как, на ваш взгляд, за эти 8 лет, это действительно, если сравнивать вообще с исторической точки зрения, колоссальный скачок за эти 8 лет произошел? Действительно, да. Если мы вспомним, тогда была и ключевая ставка, декабрь 2014 года, Банк России поднимает ключевую ставку до 17%, от 8,5% до 17%. И как раз были риски отключения платежной системы SWIFT, международной платежной системы. И как раз, чтобы снизить эти риски, предпринимается создание нашей национальной платежной системы, МИР, и как раз с 1 апреля 2015 года создается эта национальная платежная система карт НСПК, и по всем платежам, по всем картам, в том числе по картам MasterCard, Visa внутри нашей страны, внутри России, осуществляется через эту платежную систему. И уже с 1 декабря, по-моему, 2015 года уже эта платежная система впервые заработала, началась эмиссия этих новых платежных карт МИР, и с 2017 года уже пошел массовый поток подключения этих платежных карт МИР практически во всех наших коммерческих банках внутри России. У нас на связи председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Попробуем с ним пообщаться на сегодняшнюю тему. Анатолий Геннадьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня мы говорим о
В 8 годах, которые мы проживаем с 2014 года, с той самой крымской весны, вот, Анатолий Геннадьевич, что касается отечественной системы платежей, вот можем ли мы сегодня сказать, что мы не зависим от зарубежных карт? Если говорить о внутренних счетах, то да, мы можем вполне мир. Даже те, кто имеет карты Visa и MasterCard, могут нормально использовать эти карты и в рамках российского правового пространства, финансового пространства. Эти карты работают, несмотря на то, что сами материнские компании объявили о том, что в России эти карты не должны работать. Но если говорить о трансграничных операциях и операциях за границей, то здесь, к сожалению, мы пока не можем говорить о том, что во всех странах карта МИР принимается, да, на где-то десятки, может быть, чуть больше стран работает. Есть договора, соответствующие нашей национальной системе платежных карт с международными финансовыми институтами, зарубежными финансовыми институтами, но это в основном страны СНГ, Евросоюза, а в более далеких, дальних странах таких договоров мало. Но сейчас интерес к карте МИР усилился. И, кстати, Apple Pay готов сотрудничать с картой МИР, и, насколько я знаю, карта МИР уже используется для оплаты с системой Apple Pay. Поэтому здесь движение есть, надо просто проявить активность. Анатолий Геннадьевич, а какой прогноз вот в дальнейшем по зарубежным поездкам, допустим, будет выстраиваться такая же цепочка, что постепенно карта МИР будет приниматься всем миром? Я знаю, что в Турции ее принимают в Египте, принимают уже не везде, но принимают там в Китае, идут переговоры с Индией. Очевидно, текущая ситуация подстегнет процесс более активного внедрения карты МИР в международный платежный рынок, для того, чтобы наши граждане, выезжающие за рубеж, могли ей пользоваться при оплате товаров и услуг. Ну вот МИР пока единственная карта, которую можно, допустим, использовать. Вот нет ли такого, что страна работает над разработкой новой системы? Да нет, мы пока работаем с картой МИР. Наоборот, сейчас доля в платежах и в количестве карты МИР резко увеличивается. Если совсем недавно доля карты была 30% по количеству в общем объеме выпущенных карт и примерно 25% по сумме в общем объеме транзакций с помощью карт, то сейчас я думаю, что процент приближается к 40, а то и 50, потому что многие переключаются на карту МИР из-за того, что Visa и MasterCard приняли решение приостановить работу в России. Спасибо огромное, Анатолий Геннадьевич. Спасибо за ваши комментарии. Я напомню, что с нами на связи был Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку. Юлия Айратовна, вот как вы оцениваете, сработала система МИР так, как было запланировано? Ну, конечно, безусловно. Но хотела бы добавить немножко комментарий к видеосюжету. Альтернатива все-таки карте МИР, она должна быть, она уже, в общем-то, существует. Да? Например, возьмем систему быстрых платежей. То есть сейчас развивается система быстрых платежей именно в торговых точках. Да? То есть когда вы можете прийти в магазин и по QR-коду оплатить товар. То есть карты уже не нужны будут. Да? То есть сейчас это осуществляется, продвигается. Просто мы сейчас ждем подключения банков, да, коммерческих банков уже в более широком масштабе. И то есть все-таки альтернативы, да, будут. Денис Валерьевич, стоит ли говорить о том, что вот история системы МИРа, история того, что вот мы начали, вот такой толчок нам дал именно 2014 год, или уже были предпосылки? Ну, предпосылки, конечно, были, потому что сам, вот, допустим, федеральный закон о национальной платежной системе, он был принят еще в 2011 году, какие-то ее элементы, соответственно, вводились, но, конечно, резкий такой толчок дало понимание того, что наши западные коллеги нас могут просто отключить от международных платежных систем.
Вот. И буквально за вот эти 8 лет мы увидели, что карта МИР фактически уже замещает эти международные платежные системы, и Visa, и MasterCard. Вот. И есть мнение о том, что в ближайшее время доля этих карт буквально там сократится до 10%. И причем они будут замещаться еще другими международными системами, например, китайской UnionPay. Вот. То есть надо понимать, что на международном рынке платежных систем тоже есть своя конкуренция, и те платежные системы стран, которые не поддерживают против нас санкции, они, видимо, будут к нам более активно заходить тоже. Ну, это, безусловно, именно этого все ждут. И у многих, конечно, вопрос возникает, что будет с Visa и с MasterCard. Вот по этому поводу у нас есть комментарий Аллы Бакиной, директора департамента национальной платежной системы Банка России. Давайте послушаем и продолжим. На территории Российской Федерации эти карты продолжат работать в обычном режиме до истечения срока действия таких карт. Еще в 2014 году вся обработка по внутрироссийским операциям с использованием карт международных платежных систем осуществляется на территории Российской Федерации, поэтому внутри страны все продолжит работать. Однако за границей трансграничные операции будут невозможны. Ну и вот такой вопрос вот вслед вот этому комментарию. Внутри нашей страны, для того, чтобы обеспечить нашу экономическую безопасность сегодня в сложившихся санкционных условиях, что необходимо делать в первую очередь? Внутри нашей страны нужно не бояться продолжать вот эти усилия по развитию. То есть мы видим результаты развития платежной системы, да, и они как бы впечатляют, да. Значит, теперь нам предстоит делать то же самое в реальном секторе экономики, то есть выявлять слабые узкие места в производственных цепочках, где мы зависимы от иностранных поставок, и замещать, соответственно, эти элементы, реализуя там целевые инвестиционные проекты для этого. Вот. Я думаю, что в ближайшем будущем мы уже увидим конкретные вот эти меры, связанные с поддержкой конкретных секторов экономики, будь то сельское хозяйство, там, производство и так далее. Вот еще один комментарий Алексея Гузнова по поводу того, что Нацбанк до сентября наличную валюту населению продавать не будет, сообщил. И вот что он говорит, послушаем. Граждане могут при обращении в банк по вкладам, которые открыты были до 9 марта этого года, могут получить иностранную валюту в размере до 10 тысяч долларов США, или если вклады были и счета открыты в другой валюте, то тоже до 10 тысяч долларов США с конвертацией из той валюты, в которой был открыт вклад, счет в доллар США. Но при этом, естественно, вся валюта выдается с учетом того остатка, который фактически был на счете на вкладе. В том случае, если есть потребность получить денежные средства более 10 тысяч долларов США, то эти средства можно получить в рублях по рыночному курсу, который фиксируется на день выдачи рублей в наличной форме. Эти меры, как нам представляется, помогут стабилизировать валютный рынок и в целом финансовую систему России. Ну, вообще хотелось бы, наверное, верить каждому и нашим зрителям о том, что вот 8 лет не прошли даром. Вот, Юлия Айратовна, вы можете сказать, что в связи со сложившейся ситуацией вот экономика нашей страны, она не самая уязвимая? Ну, конечно, не самая уязвимая, да, экономика, в общем-то, нужно надеяться и верить. Да, прогнозы, я думаю, что сейчас ситуация стабилизируется, то есть не нужно паниковать, да, и соблюдать, как говорится, спокойствие. Вот, 18... А можно сказать, да, сколько времени понадобится на эту стабилизацию? Здесь все зависит, конечно, от ситуации, мы знаем, да, вот на Украине, поэтому здесь очень сложно прогнозировать. На самом деле. Ну а если даже вот немножечко вот дистанцироваться от этой ситуации, в конце концов мы должны
сами у себя дома предпринимать. Вот, Денис Валерьевич, что, вот, на ваш взгляд, вот к этой стабилизации мы можем присовокупить, что мы можем сделать? Ну, вот смотрите. Каждый гражданин нашей страны. Ну, значит, каждый гражданин со своей позиции должен, мне кажется, в этих условиях, может быть, даже где-то пересмотреть свое экономическое поведение. Вот за эти 8 лет статистика показывает, что граждане стали больше склонны к сбережениям. Если до 2014 года было где-то даже, может быть, потребление искусственно наращенное за счет роста потребительского кредитования и так далее, то с 2014 года доля сберегающих граждан в стране, она повысилась. И вот это рациональное поведение, когда мы стремимся потреблять в рамках того дохода, который у нас есть, стараться сберегать какие-то средства, как показывает практика, она приводит к положительному результату. Потому что сегодня те граждане, у которых накоплены сбережения, они находятся в гораздо более выгодной ситуации, чем граждане, у которых накоплены какие-то, скажем, не погашенные еще кредиты. И я думаю, что в дальнейшем от того, насколько мы будем рационально себя вести, в том числе будет зависеть и общий результат всей этой ситуации, как быстро мы из нее выйдем. Ну вот на этой идее рациональности сделаем небольшую паузу, дорогие друзья. Реклама на телеканале БСТ. Не переключайтесь, мы вернемся. Сегодня 8-я годовщина крымского референдума, и мы сегодня в рамках вечернего телецентра говорим о том, как прошли для нашей страны эти 8 лет. И я бы хотела представить гостей нашей студии. Это Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан. Сергей Семенов, политолог, кандидат философских наук. Зугура Рахматуллина, директор Института истории, языка и литературы УФИ ЦИРАН, председатель Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан, доктор философских наук, а также Рустам Латыпов, доктор политических наук, профессор кафедры политологии, социологии и философии Башкирской академии государственной службы управления при главе Республики Башкортостан. Добрый вечер, уважаемые гости. Вот, Рустам Фаридович, давайте вот с вас начнем. Сегодня мы уже с гостями первой половины программы обсуждали о том, вот на их взгляд, какие самые важные события, по их мнению, произошли за последние 8 лет. Вы как считаете? Не только как политолога, может быть, как обычного гражданина нашей страны. Скажем так, я считаю, что главное событие – это слом общественного сознания, то есть подавляющего большинства граждан. Причем как простых граждан, избирателей, налогоплательщиков, так и политических элит. За последние 8 лет начался дрейф, смена курса в сторону осознания наших национальных интересов. Отброшены в сторону иллюзий, отброшены в сторону какие-то старые комплексы о том, что за границей нам поможет, о том, что нам достаточно, скажем так, исключительно, добывать нефть, торговать ресурсами, вписываться в экономику Запада. Россия и ее народ возвращается к своим национальным интересам, возвращается к реализации своей цивилизационной, я бы сказал, миссии. Сергей Николаевич, вы же родились в Крыму. Да, я родился. И вот эти вырос. 8 лет, последние 8 лет, а вот как ваше личное восприятие поменялось, ваши личные мысли по этому поводу? Вы знаете, я когда-то даже вспоминал Мустая Карима, он говорил, не русский я, но россиянин. У меня все было чувство, что я русский, но оказался после 91 года не россиянином, потому что я родился в Севастополе, городе русской славы, мой родной Крым, и оказалось, что вдруг я должен приезжать как иностранец и так далее. Но я посмотрел связи, понимаете что? В принципе, я бы хотел сказать, вспоминая эти события, что люди, может, были и готовы жить, если будем жить в дружбе, согласии, как особенность, другое государство. Но когда пошла ситуация, помните, когда произошел этот кровавый переворот в Киеве, причем произошел, когда и так было ясно, что власть-то сменится там,
Но понимаете что? Нужен был переворот, чтобы силовыми методами половина Украины возобладала над другой половиной и подавила ее. В Крыму сразу поняли, в Севастополе, я бывал там до этого, и в этот момент, понимаете, мы ждали одной вещи, как среагирует Россия. На моей родной площади Нахимова стояли люди, я видел по телевизору, да, я видел там и раньше митинги. НАТО корабли не впускали туда, были митинги против этих всех событий, но были-то стояли, я знаю, это люди, я кое-кого узнавал. Когда говорю, Россия, помоги, Путин, приди. И вот был вопрос, придет Россия или пойдет, будут говорить про международные организации, от которых толку никакого, к сожалению, нет, и нигде в мире не было. Это мы уже видели, что происходит, когда миротворческие силы, толку от них, к сожалению, никакого. И когда Россия проявила себя. Я вспоминаю одно видео случайно в интернете, я, естественно, смотрел там все время, что в Севастополе, что там снимали местные люди. И знаете, что было там? Там летели вертолеты, когда летели. Много вертолетов военных, и кто-то кричит мне: «Россия идет». Почему? Она ни в кого не стреляла, там, слава богу, прошло все очень мирно. Но смотрите, мы увидели, что, как там потом пели, своих Россия не бросает, Слушайте, своих у вас Россия не эмоции сдает. да по сей день. Эмоции у меня это был день счастья. Почему? В конце концов, я мог терпеть, Украина, если дружество, сам, я общался много там в эти годы, я пытаюсь развивать сотрудничеством и с Крымом, можно жить и так. Но когда началось, явно было, что после этого Майдана будет уже вообще подавление, оно и раньше шло, более такие формы, то было ощущение, что действительно, когда город вернулся в родную гавань, это счастье было. А мне говорили, я могу пример привести, я своим одноклассниками встретился через много лет. Одна, Нина, моя одноклассница, она говорила так, что они, это мне другие сказали, она сказала, вот у нас ружье охотничье дома, если Россия не придет, а придут они, будем из окна стрелять, пока нас не убьют. Понимаете, это дошло до чего? То есть люди не хотели так жить, они хотели и ждали. Или Россия – это моя страна, или это что-то с ней произошло ужасное. Поэтому я считаю, за эти 8 лет мы осознали действительно себя, осознали, что Россия после страшного 91 года, как получилось, и долгое время ходили как ударенные чем-то, мы осознали, у нас есть свои интересы, есть люди, которым мы должны помогать, и мы готовы слушать любые разумные доводы, но не надо слушать истерики в чьих-то интересах. Поэтому мне кажется, что страна действительно обрела свое самосознание. И получила, кстати, последствия в этом аспекте, получила новых граждан, которые, думаю, очень нам все понравились, истинные патриоты. Потому что для них, и многие поняли, что Вы солидарны с Рустем Фаридовичем, получается. Зоя Геновна, вот когда произошла эта ситуация, именно ассамблея была одним из тех, кто поддержал крымчан, то есть была оказана помощь и нашей республикой, и по сегодняшний день, то есть митинг, который будет проходить послезавтра, тоже занимается именно ассамблея. Потому что действительно Ассамблея народов Республики Башкортостан – это маленькая ячейка этой огромной Ассамблеи народов Российской Федерации. И я бы хотела прямо по пунктам сейчас отметить, что обрела наша страна за эти 8 лет. Первое. Этот 8-летний период окончательно разрушил однополярный мир. И наш народ, и мы убедились в том, и знаем, что наша страна сегодня сильная, самостоятельная, будет защищать свои национальные интересы и никогда не даст в обиду свой народ. Это первое. Второе. Этот период нам доказал, что мы сегодня не большая автозаправка, как любил говорить или иронизировать один из сенаторов Америки Джон Маккейн. Мы действительно богатая страна, но наши отрасли, эти углеводородные отрасли, это сегодня прежде всего наукоемкая, инновационная, современная отрасль. И мы сегодня прочно, несмотря ни на что, ни на какие санкции, заняли и даже сегодня занимаем свою очень уверенную нишу в энергетическом, скажем, блоке современных рынков. Это второе. Третье. Если до 2014 года многие страны, кстати, так и считали, что у России деморализована армия и ржавые танки, теперь они знают, что такое военно-космические силы России. Они всегда защитят правду, справедливость, свой народ. И еще один момент.
Вот эта история, вот я присоединяюсь к своим коллегам, это история рождения гордости, самосознания, патриотизма. Оказывается, Родина – это такое начало, которое нуждается в твоей поддержке, в твоей защите. И сегодня подавляющее большинство россиян любят свою родину, гордятся своей страной. И то, что вот в пятницу у нас будет митинг в защиту Крымской весны, потому что повороты в жизни человеческих судеб или государств, они бывают разные. Всякие проблемы приходят и уходят. А вот весна и в жизни отдельного человека, как эпоха или время перемен, и в жизни государства, в частности, весна в судьбе российского государства, она, ну, я бы сказала, она вечна. Она теперь всегда с Ну нами. вот Рамиль Насибулович, наверное, скажет, что она будет как-то зафиксирована в учебниках истории, эта крымская весна, как вот эти вот, я не знаю, на сегодняшний день 8 лет. Ну, если на сегодняшний день это уже история, и мы ее рассматриваем как историю, но тем не менее живую историю, потому что живы все участники этих событий, и она каким-то образом влияет на нас, причем очень серьезно, то я думаю, конечно, да, и будут зафиксированы многие события сегодняшнего дня, сегодняшних дней. И здесь хотелось бы отметить, что вот то, что случилось 8 лет назад, и что оно дало уверенность людей в одной фразе, то есть в одним словом «мы можем». То есть мы можем все, мы можем решить проблемы людей, которые хотели, унижали по признаку того, что они не украинцы или заставляли изучать чужой язык, хотели их всячески наказывать, как они грозились, и мы защитили этих людей в Крыму. Мы можем построить и Крымский мост, мы можем создать совершенно хорошую оборону, и сирийская война показала с этими игиловцами, какие у нас есть ракетные силы, как у нас вообще работает вся эта система, и вот что у нас есть героические наши офицеры и солдаты, которыми мы гордимся, нашей армией, мы это можем. Но мы можем выдержать санкции, мы можем выдержать вот этот всякий шум, который абсолютно бессмысленный, глупый. И самое главное, что мы не испортились как люди. Вот в настроениях у нас антиукраинских ведь нет сейчас. Мы жалеем этих людей, что их оболванили, что... Но они все равно для нас как родные. Это люди. И правильно президент наш сказал, она нам родная. И мы их жалеем, что с ними такая трагедия происходит. Но у нас нет никакой истерии, как на Западе, там, который такой, кажется, цивилизованный, культурный, да, и воюет там с Достоевским и с Чайковским, да, это же смешно даже. Или запрещают спортсменов, там, шахматистов, паралимпийцев, это вообще позор, да. Разве можно так вообще людям поступать по отношению к другим людям? Но мы это понимаем, но мы выше этого. Мы не кричим какие-то унизительные слова в сторону там, немецких граждан там, или других. Мы не оскорбляем ни Европу, ни Америку, и тем более не украинцев. Вот мы не сломались, а мы, более того, мы знаем, что мы можем, мы уверены. И вот, мне кажется, вернулась такая рабочая жизнь, рабочая атмосфера. И, ну, пусть будут санкции, ничего, мы всегда жили под санкциями. Я думаю, мы справимся, потому что мы в этом уверены. Вот здесь, мне кажется, это очень многому нас научило когда-то, вот 8 лет, и эти 8 лет они прошли недаром. Поэтому для нас такие сложности, которые идут сейчас, они пройдут. Это все пройдет. И как миленькие еще прибегут здесь и торговать, и все что угодно захотят здесь делать. Но мы знаем, мы выросли на голову выше них. Вот что получилось за эти 8 лет. Как бы идеологически хватило нашим людям сил. То есть мы сейчас устраиваем гуманитарные коридоры. То есть несмотря ни на какие препятствия, которые вот со стороны других государств. Потому что мы люди. Да, вот мы люди. То есть и есть уверенность в том, что мы этими людьми останемся. Как по-человечески, вот как вы думаете, есть наверняка те жители других государств, которые нам указывают на всевозможные санкции против нас выступая, ведь есть среди них те, кто понимает, что мы люди, и вот это вот против России, которая вот эта ситуация ведется, многие понимают, что Вы знаете, это просто на самом деле какая-то акция. Да, конечно, на самом деле это так. И вот недавно нам прислали письмо наши нидерландские коллеги, те, благодаря которым краеведы, историки, мы открывали памятник башкирскому воину на Нидерландах, освободителю во время наполеоновских войн. Да? И они написали, что пока что у нас сворачиваются контакты, но только не наша с вами дружба, не наши отношения. Мы во все это не верим, и мы стоим на позициях того, что нам надо сотрудничать, и мы от этого не откажемся. И есть очень много других научных организаций,
организаций, которые заявляют, что мы выше вот этой глупости, и мы знаем, что сотрудничество научное и другое, оно только на пользу идет всем народам. И поэтому, на самом деле, там много достаточно трезво мыслящих и нормальных людей. И я, когда вот бываю за границей, стараюсь беседовать с простыми людьми, спрашивать, какие у них настроения. Это элиты навязывают, но там есть и бизнес-элемент, они хотят что-то нас заставить сделать, и у военных какие-то, вот они хотят нам поставить станции противоракетные на украинской территории, базы развернуть, которые нашей безопасности категорически никак мы не вписываемся в это. Ведь мы только просили об этом, чтобы не делали этого, всего лишь. Вот. И, разумеется, это интересы элит, но есть интересы людей. И через какое-то время люди поймут, что их оболванивают. И на самом деле там и сейчас уже люди разбираются в этих вещах. Вот. Другое дело, что идет очень массовое давление через всякие там интернет-ресурсы, телевидение. Там идет массовое такое оболванивание. Но оно долго быть не может. Это можно обманывать сколько угодно, люди все равно разберутся. Ну, вот, Рустам Фаридович, к вам вопрос. Вот как вы считаете, как прокомментируете ситуацию вокруг вот этих угроз нам? То есть биологические какие-то фермы? Ну, ситуация-то, конечно, которая вскрылась, она чудовищная, потому что бактериологическая... Речь-то идет о чем? Речь идет вот те лаборатории, которые были, так сказать, нашими войсками захвачены. Речь-то идет не просто о биологическом оружии, речь идет об этническом оружии, потому что понятное дело, что само оружие бактериологическое, оно запрещено Конвенцией с 1925 года. Это оружие массового поражения в виде бактериологического оружия. Но здесь речь идет об этническом оружии. Что такое этническое оружие? То есть для чего эти лаборатории, допустим, были расположены именно на Украине, а не, допустим, где-нибудь в Оклахоме там, или в Арканзасе? Потому что они были заинтересованы провести исследования, именно взять генетический материал именно восточноевропейцев, то есть народов Восточной Европы. А генофонд достаточно близкий, вне зависимости от языковой там, принадлежности до Урала, там, это, в общем-то, близкий генофонд. И вот нужно было разработать, по всей видимости, боевые вирусы, которые либо не действуют, либо слабо действуют, допустим, на западноевропейцев, и которые очень убийственны для носителей, скажем так, генетического кода именно народов Восточной Европы. То есть фактически это подпадает вполне под геноцид. И то, что наши войска разгромили эти лаборатории, это, в общем-то, снятие очень серьезной проблемы, которая могла бы возникнуть помимо, собственно, размещения ракет под Харьковом с прилетным временем 3-4 минуты, да, до Москвы. Это вот вскрылось только в ходе этой операции. Ну, вот эта операция, скажем так, она длится уже, можно сказать, все эти 8 лет она и длится. Сергей Николаевич, вот как вы думаете, тогда, в 2014 году, мы могли предполагать, что будет такая ситуация, как сейчас? Вы знаете, многие считали и в Украине, что вообще-то в 2014 году надо было решить те задачи, которые мы решаем сейчас. После Майдана, когда стало ясно, кто приходит к власти и кто их поддерживает. Но 8 лет мы, честно, я думаю, Россия пыталась на Украине добиться мирного решения многих вопросов. Сейчас уже стало невозможно это сделать, вот потому что, вы увидели, все идет наоборот. И мне кажется, что вот сейчас происходит что? Действительно происходит перелом в мировой истории. Вот мы должны понять, что мы столкнулись с ситуацией, вот наша интеллигенция, я сказал, кто читал всякие антиутопии. На Западе, сейчас это мы думали, про нас пишут многие всякие антиутопии. Оруэлл, там еще. Сейчас на Западе антиутопия такая, в том плане, что массово нагнетается ненависть, массово нагнетается ложь, массово манипулируют. И мы просто оказалось, мы столкнулись с ситуацией, когда не хотят, запрещают одним говорить. И вы понимаете, что у них хоть установка какая. Вот почему невозможно стало решить эти 8 лет? Потому что у них установка, я имею в виду Запада, не всех людей, но установка такая: мы всегда правы, Косово – это другой вопрос, Крым – это не тот вопрос. Они правы, потому что они святые, мы не правы, потому что мы проклятые, негодные, должны быть уничтожены. Поэтому неудивительно мне эти лаборатории. К сожалению, часть западной элиты, по-моему, готова на любые преступления, чтобы овладеть своей ситуацией. Поэтому мне кажется, что вот именно 8 лет мы честно старались обойтись без всяких этих войн,
но пришлось спецоперация, потому что нам все время угрожали. Ну и оказалось, что это они, так сказать, много кого подтолкнули и сами быстро отошли в сторону. Поэтому мне кажется, что главное все-таки меняется мировая история. Она перестает быть этой однополярной, она перестает строиться по неким надуманным утопическим идеям Запада, а должна возникать как именно найти новые формы сотрудничества, равноправного, честного. То есть мы должны понять, наверное, главное. У нас кто должен, вот мы скоро вернемся к тому же самому, что было. К тому же никогда не вернемся, просто потому что мир весь изменится после. Вот, я думаю, это главное, что вот началось событие в Крыму. Были варианты как-то это дело сгладить, решить, понять, что это не было неизбежно. Собственно, Крым давно был случайно присоединен к Украине. Там можно наладить отношения, но наши, как мы их называем, партнеры, постоянно все более в кавычки закрывались, эти партнеры уже чисто ироническими стали партнерами, но по идее должны быть жители земли и народы быть партнерами и государства. Но они довели все до этой ситуации, и мы показали, что мы это можем изменить, и думаю, для всего мира Россия, все, оказывается, сейчас играет всемирно-историческую роль. В советское время мы думали по-другому, но сейчас она показывает, что можно строить мир по-другому, и как бы сейчас там прагматически такие страны себя не вели, но весь мир, я думаю, понимает, что вот тот старый порядок кончился, его не будет, и его надо менять на действительно более совершенный, более разумный, более человечный. Ну, Гульнара Гайнуровна, ну вот Рамиль Тибулович уже говорил, что сейчас нам самое главное сохранить наше лицо. То есть наше дело правое. Вот митинг, который пройдет в нашей республике по всей стране послезавтра. То есть какова его цель, какова вот идеология? То есть для чего будут собираться жители Уфы и республики? Я уже отметила, что Крымская весна – это уже перелом в нашей национальной истории. И поэтому Крымская весна, она будет всегда с нами. И вот это мероприятие, еще раз, позиционирование того, что наша большая страна теперь живет и работает не по тем правилам, которые сочиняются где-то в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, а живет своим духом, своей идеологией, своей национальной идеей, в основе которой патриотизм, гражданственность. И основными участниками, мы очень надеемся, вот этого митинга будет наша молодежь, как мы называем, мобилизационный ресурс страны, наше настоящее, наше будущее. И молодежь как раз сегодня вот должна понимать суть происходящих событий, не из каких-то там других иных источников, да, потому что вот Белый дом на днях собирал блогеров ТикТока, чтобы они вещали на свою аудиторию, что во всех бедах Америки, повышение цен на топливо, виновата Россия. И сейчас это будет вот информационно на особенно молодежную аудиторию вот это все нацеливаться. Поэтому вот этот митинг – это символ того, что наша страна сегодня правильно делает, защищая свои национальные интересы, защищая свои народы и защищая свое «я», свое право на самостоятельность, на решение своих национальных вопросов и, самое главное, на защиту себя, своих детей, своей молодежи, нас с вами. Рамиль Тибулович, вот даже президент страны говорил, что вот эта история, это не только, она начинается не с 2014 года, она уходит глубоко раньше. Украина имени Ленина, говорил он. Ну да, но дело в том, что как такового государства Украины не было. Там была в свое время Запорожская сечь, была Слободская Украина, то, что сейчас Донбасс называется, где вообще украинцев не было, там заселялось разное очень население, начиная от хорватов, сербов, там, грузины и так далее. Это 18 век, я вам говорю. А другое дело, что там было население тоже, это остатки бывшего древнерусского государства, которое разбилось на разные княжества. Часть из них была под властью Польши, но потом она стала под российской властью, то есть в течение того, что боролась там в 16-17 веке с Польшей и с Крымским ханством. И в середине 17 века, кстати, левобережную Украину приняла русская
подданства, по просьбе самих жителей, казаков, Богдана Хмельницкого, была подписана Переяславская рада. Кстати, об этом надо говорить, это сама Украина. И у нас очень долго это обсуждали, Боярская дума, и потом Земский собор. А вообще надо это делать, потому что с Польшей придется воевать. Вот как быть? И потом сказали, ну раз попросили наши братья, они славяне, они тоже, вот как наши, они малороссы, ну давайте мы их примем. Как же так? Мы разве можем поступить? И специально Земский собор по поводу вот этой просьбы, он был собран, и он принял решение принять. И потом Переяславль поехали, Переяславская рада, вот левобережная Украина стала частью России. Ну, потом элиты там пытались заявить, что это не так, там изменник Мазепа оказался, но, тем не менее, Украина, она оставалась, как Малороссия, частью России. То есть она развивалась, но уже в начале 20-го, в конце 19-го, начале 20 века Австро-Венгрия, она разрабатывает свой украинский проект, он такой для Западной Украины, о том, что надо создать галицийское государство, отдельное государство, в контрверсию для России. Но почему? Потому что было понятно, что война будет между этими двумя государствами. То есть нужно было найти политический фактор идейный, ну, какую-то некую государственность. И здесь начинается, по сути, подработка под некие слои элит, тогда вот уже украинского народа, который заявлял об украинстве, по сути, выстраивать его в антироссийском ключе. И вот когда у нас началась уже февральская революция, и собственно, везде были созданы республики, и необходимо сказать, что во всех этих республиках, которые были созданы, вообще автономиях, везде все заявляли в Туркестане, и в Латвии, и в Беларуси, и в Литве, и в Эстонии, нет, Эстония была, в общем, вот в этих всех частях, они, кроме Финляндии и Украины, все заявили о том, что мы остаемся в автономии в составе новой России. То есть никто не говорил о выходе. И Крым, там все вот прошли съезды, и единственная Украина приняла решение свое, что она пока остается в составе России, но будет, может быть, выходить, но и Финляндия заявила о выходе. Тогда было сразу понятно, Польша уже была оккупирована. И в конечном итоге, в ходе гражданской войны, Ленин, по сути, инициировал создание Украинской Народной Республики, потом Украинской ССР, рассчитывая, что, опять-таки, это из планов мировой революции, потому что предполагалась вообще мировая революция. Предполагалось, что она пойдет таким путем передвижения на восток и на запад, спровоцируется мировая революция, но она не получилась. Но затем он начал выступать за создание некой украинской государственности. И, по сути, проект Украины – это проект Ленина. И очень было смешно, когда они сносили памятники своему основателю. То есть именно Ленин настоял и в очень жесткой форму того, что будет украинская государственность, причем навязывался украинский язык вот на территории бывшей Слободской Украины, это Донбасс. Там он просто навязывался, потому что население вообще по-русски говорило. И, соответственно, навязывались украинские кадры. То есть шел процесс вовлечения местного населения в управление страной. И этот процесс через какое-то время, столкнувшись с работой, опять-таки, Запада, дал свое порождение в виде движения украинского националистического движения, которое выступило в годы Второй мировой войны на стороне нацистов, по сути. А затем оно заявляло, что оно воюет и с нами, и с ними, но, по сути, оно воевало за интересы, в общем-то, наших противников, то есть гитлеровская Германия, получилось так. И они воевали и против Красной Армии. И мы знаем, там погиб Ватутин, наш разведчик Кузнецов, от рук не фашистов, они погибли от рук украинских националистов. И там много, в общем-то, было таких проблем. И вот эта ситуация, когда людей зомбировали и, по сути, украли у них историю, подлинную историю Украины, вернее, настоящую историю украли, ее подменили. И выдумали фантазии про украинскую государственность древности, хотя Киевская Русь – это и Русь, и современная Россия – это истоки, они одни. И в том, что мы, значит, это Ленин здесь вообще очень плохой человек. На самом деле Ленин создавал эту советскую Украину. И то, что Украину каким-то образом как-то пытались ограбить, ничего не ограбляли. Эта республика советская процветала, и многое, что было там построено трудом всего советского народа, между прочим. И вовлечена в экономическое сотрудничество между всеми советскими республиками, и в космические программы, в оборонные. Никто об этом, собственно говоря, сейчас не говорит. Но вот эта сама история Украины, она, конечно, ее надо населению современной Украины просто рассказать, как было это на самом деле. И когда они, например, говорят, что мы потомки запорожцев, это смешно, потому что Запорожскую сечь переселили на Кубань, это были черноморские казаки, сегодня кубанское казачье войско, те, кто говорят, что мы кубанские казаки, это и есть те самые наследники Запорожской сечи. Ее переселили полностью при Екатерине, при Потемкине. То есть никаких казаков там нету. И поэтому, когда они рассказывают про казаков и говорят, что мы запорожцы, я знаю, где запорожцы находятся. На Кубани они находятся.
Ну, Вот такое такие ощущение. фантазии. Как вы думаете, это действительно фантазия целенаправленно или что это? С какой целью? Ну, это, понимаете, с одной стороны, есть и, так сказать, подсказки западных коллег. Вот сделайте так, вот лучше так, вам надо переформатировать Они в истории историю. разбираются лучше. Да, ну, либо это просто вот такие очень желания мелкотравчатых ученых или таких самодеятельных, там очень много самодеятельности, историков, которые пытаются, ну, некое величие создать. Хотя не надо его создавать. Украина, которая была советской, Украина, когда была она и в составе России, как малороссийские губернии, и Украина как проект сама бы, если она вот не вела эту антироссийскую пропаганду, это нормальный проект, который должен был развиваться самостоятельно. Но другое дело, элиты завели народ в тупик. Вот что была проблема-то. И вот почему мы ее сейчас решаем. Рустам Фаридович, вот сейчас непростая ситуация во всем мире. Вот, и каждый человек, мне кажется, в ответе за то, что, как будет развиваться ситуация дальше. Вот мы, регионы, чем можем помочь? Вот, какова наша задача? Наша задача, во-первых, поддержать нашу армию, нашего президента, обеспечить крепкий тыл. То есть каждый гражданин должен сохранять спокойствие, выполнять все возложенные на него задачи, свою работу, свои общественные обязанности, так же, как в мирное время, и даже лучше, чем в мирное время. Вот. Оказывать моральную поддержку, не покупаться на фейковую информацию, которую щедро нас пичкает сеть интернет. 90% из этой информации не соответствует действительности и вообще как бы к реальности не имеет никакого отношения. Ну и по возможности волонтерской деятельностью, благотворительной тоже поучаствовать в этом вопросе, потому что мы должны сплотиться. Сейчас единство важно как никогда. Забыть о каких-то даже, может быть, и даже справедливых каких-то разногласиях внутри общества. Сплотиться по принципу «все для фронта, все для победы». Сергей Никак Николаевич, вот иначе. как вы считаете, вот, для того, чтобы сплотиться, вот сейчас наверняка у каждого должна проявиться вот своя инициатива. Как выйти из этой ситуации? С какими-то своими предложениями, просто своей жизнью как-то помочь всей этой ситуации? Ну, я думаю, что действительно сейчас очень важно, первое, правильно понять ситуацию, что есть наша страна, есть люди, которым мы должны помогать. И надо прежде всего вот из этого исходить, не верить тому, что там кто-то говорит, и отказаться от этой идеи, что есть какое-то там авторитетное мнение где-то там, вот что очень важно. Вот нас кто-то осуждает, тот-то говорит. Какое нам дело до тех, кто это говорит, если мы знаем суть, если мы видели. Вот я видел, был, знаю я твой Крым. Сколько мне говорили там вымыслы, я не буду это верить. Сколько про нас говорили. Я думаю, у нас еще одна из задач. Вот мы, Башкортостан, всегда говорят, это вот как раз скрепа России, вот золотое звено, которое соединяет. Мы и Восток, и Запад, и христианство, и православие, и ислам, и народы, и славяне, и тюрки, и другие. Вот построить наша задача так правильно отношения, политику, чтобы мы видели все и миру показывали, как надо жить, но прежде всего самим себе. То есть надо сейчас отказаться от каких-то вот этих вот, как бы сказать, оглядки на кого-то. Надо опираться на свою страну, свою историю, своих людей в первую очередь, обращая внимание на все. Но прежде всего, вот люди наши, вот они, и надо понять, что им, ну, понимаете, вот я смотрю, ну, вот те же вот смотрели на Донбассе еще, это наши люди, не какие-то там лощеные, где-то там вещающие, гламурные, нормальные люди, которые наш народ, они наши близкие, и надо быть с ними, с нашим народом. Вот, понимаете, вот это главное. Наш многонациональный народ – это великий, я думаю, проект. Россия – великий проект мировой. Нет такой страны, которая органично соединила пример человечеству. И наша главная задача – опираться на вот эти наши великие ценности, на великие исторические ценности и не поддаваться вот на все эти провокации. И вот еще самое, наверное, главное, наша задача сейчас творчески не ахать и охать, ах, нам того не дадут. Ну, я уже не говорю о потребительстве, там не пришлют новый iPhone, ах, мы повесимся, ах, мы побежим к ним сдаваться. Это понятно. Но другое.
что сегодня нам нужно творчество, мы могли решать очень многие проблемы, мы можем творчески находить решения технические, социальные, экономические, массовый вот этот подъем, время для наших предпринимателей, для наших изобретателей, для наших рабочих, которых мы сейчас готовы, WorldSkills, типа вот программа иностранная называю, у нас свои были мастера профессии. То есть для всех нас открыто, что нас не забивает это воздействие, импорт, да, трудности, но мы можем создать свою, действительно, во всех показать свою творческую энергию. Ну, вот масса, вот, творческое решение остающих проблем, это кризис, все говорят, это известно, это время возможностей. Так вот эти возможности проявить себя творчески, сильно, вот это самое время сейчас, это помочь и стране, своим близким, и своему народу, и действительно изменить историю к лучшему. Только к лучшему. Гульнара Гульнуровна, ну вот завершая нашу беседу, вот что будет в пятницу, какие планы, во сколько будет митинг и какие мероприятия ждут жителей республики? Очень насыщенный будет день, так же, как и наши насыщенные событиями последние 8 лет жизни. Прежде всего, это автопробег. Сегодня тоже был автопробег. Да, сегодня тоже был. И 18 числа будет автопробег. И в 2 часа у нас начинается митинг-концерт. Митинг-концерт, в котором примут участие особенно любимые нашей молодежью. Да, вот я знаю, Радик Юльякшин, группа «Город 312». Будут звучать патриотические, красивые, добрые песни, которые будут через музыку, через добрые слова говорить о том, да, Родину надо любить. Не тот любит Родину, который восхищается ею в спокойные ее минуты, а Родину любить нужно особенно, когда у нее вот эти вот проблемные ситуации, когда она нуждается в поддержке, в помощи своих детей, то есть нашей помощи. И я думаю, наша молодежь, она сегодня очень... Как мы обычно называем своих студентов, они сегодня продвинутые молодые люди, креативно мыслящие, активные, потому что в них сейчас живет вот этот потенциал, который будет развиваться и двигать дальше. Если молодежь понесет свои многочисленные социальные сети, своим многочисленным друзьям позитив, что мы живем в стране, которая нас сегодня защищает, наше настоящее и наше будущее, что наша страна нуждается и вот в такой форме поддержки, вот наших вот таких вот дружных собираниях, сборах. Это будет очень хорошая сила. Но главное быть рядом. Конечно, конечно. Вот эта идея, мне Конечно. кажется, она наблюдалась на протяжении всего этого эфира. Дорогие друзья, на сегодня это все. Это был вечерний телецентр. Спасибо, что были с нами. Увидимся. За мир, за Россию, за президента. Приходи в эту пятницу, 18 марта, на площадь перед Конгресс-холлом Таратау на большой митинг-концерт. В празднике примут участие звезды башкирской эстрады и хедлайнеры Элвин Грей и группа «Город 312». 18 марта, Конгресс-холл. Начало в 14 часов.